Версия Ахматовой. Выслушаем и другую сторону. Ахматова уже на рубеже 50-х и 60-х обвиняла во всем тюрьму, лагерь и лагерных друзей Гумилева. «Он таким не был. Это мне его таким сделали!» — восклицала она перед Эммой Герштейн. «Бог с ним, с Левой. Он больной человек. Ему там повредили душу. Ему там внушали: твоя мать такая знаменитая, ей стоит слово сказать, и ты будешь дома», — говорила она Чуковской. Анна Андреевна Ахматова обладала удивительным даром влиять на людей, внушать им свою точку зрения, свой взгляд. Они как будто попадали в ее силовое поле. Примечание. Заметим, что недоброжелательно настроенные к ней друзья и биографы Гумилева Лавров, Панченко, Полушин сами не были знакомы с Ахматовой и не испытали на себе ее чары. Конец примечания. Вот Лидия Чуковская, умная и независимая женщина, много знавшая о слабостях Ахматовой, вычеркивала отдельные строчки и вырезала целые страницы в своем дневнике, которые, по-видимому, могли опорочить Ахматову в глазах потомков. Она приняла ахматовскую версию. «Где его рассудок?» — возмущалась Лидия Корнеевна вслед за Анной Андреевной. Эмма Герштейн, много лет влюбленная в Гумилева, оговаривалась. Оба были больны, обоим надо было лечиться. И даже назвала свой мемуарный очерк о трагическом отчуждении матери и сына «Раненые души». И все-таки Эмма Григорьевна совершенно приняла именно ахматовский взгляд. Абросимова, помогавшая Эмме Григорьевне в работе над мемуарами, разделяла ее, то есть ахматовскую точку зрения. Система искорежила даже такой недюжинный ум и выдавила из него многие жизненно важные составляющие. Свой мемуарный очерк Эмма Григорьевна начинает с критики академика Панченко, автора вступительной статьи к первой публикации переписки Ахматовой и Гумилева. Александр Михайлович отзывался об Ахматовой с большим уважением, но все-таки посчитал упреки сына матери справедливыми. Сын тоскует о жизни на воле, хотя бы о реальном знании о ней. Мать-поэтесса пишет о состояниях. Отсюда его упреки и ее обида на сыновние дерзости. Вообще-то письма очень нежные. Как сытый голодного не разумеет, так и вольный узника. К сожалению, в комментарии и вступительной статье академика теплое чувство дружбы взяло вверх над требовательностью ученого, строго замечает Герштейн. Однако сама Эмма Григорьевна менее всего напоминает беспристрастного литературоведа. Логику исследователя она подменяет красноречием человека, свято убежденного в собственной правоте. Наоборот, возражу я, это узник не разумеет вольного. Но что же могла написать Анна Андреевна о своей жизни? Что после прощания с Левой и благословения его она потеряла сознание? Что она очнулась от слов ГБшников, а теперь вставайте, мы будем делать у вас обыск? Что она не знает, сколько дней и ночей она пролежала в остывшей комнате, и когда в один из этих дней она спросила 10-летнюю Аню Каминскую: «Отчего ты вчера не позвала меня к телефону?», то услышала в ответ: «Ну, Акума, я думала, ты без сознания». Что в этом тумане горя она сожгла огромную часть своего литературного архива. Все это правда, и слова Эммы Григорьевны очень убедительны, да только они, по счастью, относятся к страшному, но сравнительно краткому периоду жизни Ахматовой. Гумилев больше всего упрекал Ахматову в молчании и недомолвках уже позднее, в 1955-56. А жизнь Анны Андреевны тогда уже никак не напоминала бесконечно растянувшийся день ареста. Более всего Ахматова и Герштейн ругали солагерников Гумилева.
Это все влияние советчиков Льва Николаевича, его литературных друзей, так называемых Кирюх. Это они будто бы невольно помогли развиться худшим чертам его личности — завистливости, обидчивости, неблагодарности. Среди Кирюх были поэты, художники, востоковеды, инженеры, священники. Как фронтовик, вернувшийся с войны, навещает родных еще воюющего товарища, так и эти люди по просьбе самого Гумилева приезжали к Ахматовой в Ленинград. Кажется, принимала она их не слишком приветливо, по крайней мере, Павликова и Серпинского. Справедливо ли обвиняли их Ахматова и Герштейн? Не думаю, что стоит перекладывать ответственность на других. Льву Николаевичу в год освобождения исполнилось 44 года. В такие лета люди отвечают за свои слова и свои поступки. Иосиф Бродский отчасти держался ахматовской версии. Он называл Льва Гумилева замечательным человеком, но считал, что тот решил, будто после пережитых в лагере мучений ему все позволено, отсюда и его грубость с матерью, его обиды. Но едва ли не большую роль, по мнению Бродского, в этой вражде матери и сына сыграли Ирина Пунина и ее дочь Аня. Бродский рассказал Соломону Волкову поразительную историю, которая произошла за несколько недель до смерти Анны Андреевны. Размолвку с сыном Ахматова переживала очень тяжело, и когда она уже лежала с 3-м инфарктом в больнице, Гумилев поехал к ней в Москву. Но тут Пунина подослала к нему Аню, которая передала ему якобы слова Анны Андреевны, которые на самом деле сказаны не были, слова о том, что теперь, когда я в больнице с 3-м инфарктом, он ко мне на брюхе приползет. После чего Лева в больницу к Ахматовой не пошел. Получается, что Ирина умело разжигала рознь между матерью и сыном. Но чтобы разжечь, необходимо горючее. Все-таки не Пунина принимала решение за Ахматову и Гумилева. Отчуждение возникло и без ее интриг. Плодоносящая смоковница. В 20-е годы юный Лева Гумилев был застенчивым, добрым юношей, который любил мать беззаветно, как будто не требуя взаимности. Впрочем, даже в лагере, уже отправив Ахматовой несколько неконфуцианских писем и в волю пожаловавшись на нее Эмме и Птице, он временами как будто пытался вернуть свои детские чувства. Из письма к Эмме Герштейн 12 июня 1955. «Пусть моя горечь останется при мне, а маму расстраивать не буду. Это верно, что она совсем меня не понимает и не чувствует, а только томится». Гумилев не зря так много переписывался с Эммой. Именно Эмма, возможно, вопреки собственному желанию, очень точно о нем сказала. Помните, ему не было предусмотрено на земле никакого места. Увы, не только в советской жизни ему не было места, но долгие годы и в жизни Анны Андреевны. Почти все детство он провел без нее. В Бежецк Ахматова приезжала всего 2 раза, на Рождество в 1921 и летом 1925, и каждый раз спешила вернуться в Петроград. Нет, удивителен не их разрыв в 1956-1966. Удивительно, что Ахматова и Лев Гумилев, несмотря на годы, проведенные врозь, самые важные, бесценные детские годы Левы, все-таки стали родными людьми, по словам Эммы, как будто связанными невидимой нитью. Надежда Мандельштам вспоминала, мать и сын, встречаясь, не могли оторваться друг от друга. Исайя Берлин, незнакомый с воспоминаниями Герштейн и Мандельштам, и к тому же наблюдавший Ахматову и Гумилева в совершенно других обстоятельствах и в другое время, повторит их оценку. Отворилась дверь, и вошел Лев Гумилев,
ее сын. Сейчас он профессор истории в Ленинграде. Было ясно, что они были глубоко привязаны друг к другу. В августе 1939-го Ахматова показывала Лидии Чуковской как дорогую вещь розовое с какими-то восточными буквами пасхальное яйцо. А это мне Левушка подарил. В письме к сыну от 27 марта 1955 года Ахматова спрашивала: «Получил ли ты открытку, где я, цитируя Струве, сообщила тебе, что за смертью академика Якубовского только Л.Н. Гумилев мог бы вести научную полемику с буржуазными учеными по вопросу о тюрках? Каково?» Да, она хотела подбодрить сына, но в этой фразе чувствуется и материнская гордость. В свою очередь, Лев Николаевич, даже беспощадно ругая мать, никогда не подвергал сомнению ее талант, природный ум, говорил о ней «моя умная мать», исключительные филологические способности. Не раз они выступали и единым семейным фронтом. Вспомним, как Ахматова хотела напустить Леву на Лину Самойловну, вдову Рудакова. Иногда ему давались такие совместные акции. Пунин подозревал, что Лева по поручению Ахматовой взял из его шкафа Софьяновую тетрадь, где Ан писала стихи, и, уезжая в командировку, очевидно, повез их к Анн, чтобы я не знал. От боли хочется выворотить всю грудную клетку. Ан победила в этом 15-летнем бою. Так Пунин видел теперь свои отношения с Ахматовой. 4 послевоенных года от возвращения Гумилева с фронта до ареста на фоне десятилетия 1956-1966 представляются счастливыми. Был короткий период некоторого равновесия и спокойствия для Анны Андреевны, вспоминала Ирина Пунина. Но уже в 1949-м в отношениях матери и сына наступило такое охлаждение, которое Гумилев будет сравнивать с отчуждением 1956 и 1961. Слова Гумилева подтверждает и Наталья Роскина. Совместная жизнь матери и сына не пошла гладко. Чувствовалось, что в их глубокой взаимной любви есть трещина. С какой-то болезненной резкостью Лев Николаевич говорил: «Мама, ты ничего в этом не понимаешь». «Ну, конечно, в твое время этого в школе не проходили». Однажды, расспрашивая меня о Московском университете, он задал мне какой-то вопрос по общему языкознанию, на который я не сумела ответить, и мрачно пробурчал: «Чему только вас учат?» Анна Андреевна сказала: «Лева, прекрати, не смей обижать девочку». А за себя она никогда не умела вступиться. Здесь была застарелая мучительная драма ее трагического материнства и его при ней сиротства. Этой драмы мне приоткрылся лишь узенький краешек. Гумилев изредка дарил Ахматовой подарки. Вспомним хотя бы японский халат из Германии. Но вот часто ли она дарила сыну подарки? В музее-квартире Гумилева посетителям охотно показывают персидскую миниатюру, которую Ахматова подарила, точнее, передарила сыну. Красиво. Но сын, вернувшийся из лагеря почти без средств к существованию, нуждался не только в украшениях. Ахматова, кажется, не помогла ему даже обставить комнатку на Московском проспекте. А ведь тогда, в 1957-м, она не страдала от бедности. Гумилев вечно ходил оборванцем, к тому же оборванцем голодным. Так было и в 30-е, и в конце 40-х. Наталья Викторовна Гумилева, жена Льва Николаевича, со слов супруга запомнила и пересказала фразу Ахматовой: «Лев такой голодный, что худобой переплюнул индийских старцев». Наталья Викторовна по-своему трактовала разрыв матери с ее будущим супругом. Как кошки отгоняют своих котят,
Так Анне Андреевне пришлось отогнать Льва, потому что она не верила, что они смогут жить вместе без осложнений. По словам Эммы Герштейн, Ахматова за 4 дня до смерти передала Льву через Михаила Ардова свою последнюю книгу «Бег времени» с дарственной надписью «Леве от мамы. Люсаныч годится? 1 марта 1966 года». Ахматова напоминала сыну о довоенных днях на Фонтанке, когда она обучала французскому соседского мальчика Валю Смирнова, а тот никак не мог произнести правильно слово «le singe» — «обезьяна». Каждую минуту он вбегал в комнату, выкрикивал что-то совершенно невнятное и ликующе спрашивал: «А это годится?» Гумилев говорил Михаилу Ардову, указывая на автограф: «Вы знаете, что это такое? Это ласка, то, чего я добивался все эти годы». Но этого объяснения, на мой взгляд, недостаточно. Истинную причину их враждебности назвала сама Ахматова, хотя, возможно, принимала ее скорее за следствие, чем за причину. Эмма Герштейн писала, что Ахматову в новом, вернувшемся из лагеря Льве поражал появившийся у него крайний эгоцентризм. «Он провалился в себя», — замечала она. Трудно поспорить, но разве новое состояние Гумилева «провалился в себя» не было свойственно самой Анне Андреевне? Еще в 1922 году Корней Чуковский записал в дневнике: «Мне стало страшно жаль эту трудно живущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе и еле живет другим». 40 лет спустя как будто ничего не изменилось. 1 января 1962 ее в больнице навестили литературовед Виктор Андроникович Мануйлов и востоковед Александр Николаевич Болдырев. Только прощаясь, Мануйлов вспомнил и рассказал Ахматовой, что в Сорбонне есть специальный семинар, посвященный ее творчеству. До этого сдержанная и спокойная Анна Андреевна вдруг вспыхнула и с негодованием воскликнула: «Вы с этим шли ко мне, вы говорили почти целый час, и вы могли уйти, не рассказав мне этого». Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного света он малодушно погружен. Ахматова приносила в жертву своему дару многое, в том числе и счастье сына. А что ей оставалось делать? Поэт, хоть на время отказавшийся от своего дара ради близких, подобен евангельской бесплодной смоковнице. Но и Гумилев не хотел остаться бесплодной смоковницей. Возмущенная Эмма Герштейн писала: «Леве не терпелось строить себе новую свободную жизнь». Но Гумилев ушел уже 44-й год. К 1956 году большая часть жизни прошла, а он только успел защитить кандидатскую диссертацию и напечатать пару малозначительных материалов. Даже рукопись «Истории Срединной Азии» не была окончена, а грандиозные научные замыслы еще даже не на бумаге. Все, что мешало возвращению к академической карьере, к научной работе, вызывало у него сильнейшее раздражение. «Я сам всю жизнь работаю для советского востоковедения. Максимум через полгода я потеряю работоспособность, и мне будет еще хуже. Я не смогу заниматься историей, которая одна меня держит. Тогда возвращение мне будет не нужно», — писал он Герштейн. Михаил Ардов много лет спустя попытается невозмутимо и спокойно оценить эту драму. Каждый из них был в свою меру прав. Однако же Льву Николаевичу следовало бы проявлять больше терпимости, учитывая возраст и болезненное состояние матери. Легко судить со стороны, легко судить много лет спустя, а Гумилеву эта вражда уже в лагере виделась безнадежной и бесконечной. Все это вместе вроде античной трагедии. Ничего нельзя исправить и даже объяснить. Объяснить как раз можно.
Как ни странно, это сделал тот же Михаил Ардов, но не в своих мемуарах, а в разговоре с Лидией Корнеевной 28 июня 1966 года. Миша говорит о Леве как о колоссальном уме и своеобразии, похож на Анну Андреевну. Гордыня. Нашла коса на косу. Часть 8. В цветном мире. Гумилев не раз писал Эмме, а затем рассказывал своим знакомым, что за лагерные годы он совершенно не постарел, не изменился. Лагерная жизнь разрушает организм, но консервирует душу. На самом деле изменился и сам Гумилев, изменился и окружающий мир. Не забудем, что Гумилева в 1949-м забрали из ноябрьского Ленинграда, а вернулся он в мае 1956-го и первоначально даже не в Ленинград, а в Москву. Серо-черно-белый мир позднесталинского СССР стал только воспоминанием. 60-е начались не в 1961-м, а в 1956-м. Москва 1956 года — светлый, праздничный, солнечный мир. Этот мир и прежде, еще в лагерные годы, прорывался лучиками, струйками света через советское кино, которое Гумилев в лагере так внезапно полюбил. Бывшему зэку, только что покинувшему лагерь под Омском, столичная жизнь должна была показаться воплощенной киносказкой. По улице Горького проносились автомашины, уже не только вельможные Зимы и полковничьи Победы, но и демократичные москвичи. На Цветном бульваре торговали мороженым и газировкой. По Тверскому фланировали девушки в цветных крепдышиновых платьях, кремовых в крупных бордовых розах, жемчужно-серых в алых маках, темно-синих в белых и желтых хризантемах. Китайский натуральный шелк был тогда дешев. В чемоданах Льва Гумилева лежали прочитанные в лагере книги, рукописи 2 будущих монографий и нескольких статей. «У меня замыслов на целую библиотеку», — говорил он позднее Эдуарду Бабаеву. Расстановка сил в научном мире оказалась благоприятной для Гумилева. Его враги или умерли, как академик Козин, или доживали последние месяцы, как профессор Бернштам. Друзья были сильны и влиятельны. Они помогут Гумилеву найти работу и вернуться к академической жизни. С Алексеем Павловичем Окладниковым летом 1957-го Гумилев отправится в экспедицию на Ангару. Директор Эрмитажа Михаил Илларионович Артамонов устроит Гумилева на работу. Правда, первая попытка получить место научного сотрудника в Эрмитаже не удалась, просто не нашлось свободной ставки. Гумилев даже решил оформиться дворником в этнографический музей, но в октябре 1956-го Артамонов нашел ему место в отделе первобытного искусства, казалось бы, совершенно далеком от научных интересов Льва Николаевича. Гумилева взяли на ставку сотрудницы, ушедшей в декретный отпуск, и Артамонов, зная характер своего друга, отпустил шутку, мол, пусть заботятся о том, чтобы сотрудницы регулярно беременели и отправлялись в декрет, чтобы ставка оставалась за ним. Должность Гумилева называлась так: временно исполняющий обязанности старшего научного сотрудника. Оклад — 1000 рублей. После хрущевской денежной реформы 1961 года — 100 рублей. Для немолодого уже человека с ученой степенью очень скромный. Гумилев сначала даже обиделся на Артамонова, ведь тот прежде будто бы собирался пригласить Гумилева руководить издательством Эрмитажа. Но решение Артамонова оказалось мудрым. Гумилеву была нужна не начальственная должность, а возможность спокойно заниматься научной работой. Эту возможность он и получил. Собственно, в отделе первобытного искусства Гумилев и не появлялся, его рабочим местом стала библиотека Эрмитажа. Лев Николаевич таким образом получал зарплату и мог все рабочее и свободное время посвящать науке.
Каждый день он садился за огромный стол напротив молоденькой сотрудницы Натальи Казакевич, вскоре в него влюбившейся, и погружался в свои старые рукописи и в библиотечные книги. Впрочем, иногда ему все-таки приходилось отвлекаться на дела служебные. Сейчас я либо читаю до потери сил, либо работаю для оправдания своей зарплаты и сержусь на себя за то, что дело подвигается так медленно, писал он своему пражскому другу Петру Савицкому. Сотрудник, в рабочее время занятый своими делами, разумеется, должен был раздражать любого нормального начальника, но когда заведующий библиотекой Государственного Эрмитажа Оскар Эдуардович Вольденбур решил сократить ставку Гумилева, то с удивлением узнал, что Гумилев в штате библиотеки и не числится. Разумеется, бесконечно так продолжаться не могло, да и Лев Николаевич начал тяготиться своим положением. Хотя из года в год срок работы Гумилеву продлевали, сам он уже 3 года спустя начал искать другое место, а лучшим местом для востоковеда был, конечно же, Институт востоковедения. И Лев Николаевич одно время рассчитывал на поддержку одного замечательного человека. В октябре 1958-го Гумилев познакомился с членом Королевского азиатского общества, историком, этнографом, лингвистом, искусствоведом, бывшим директором Института гималайских исследований Урусвати Юрием Николаевичем Рерихом. Рериха пригласил приехать в Советский Союз лично Никита Сергеевич Хрущев. Высокое покровительство и сияние славы Николая Рериха помогли карьере его сына. Юрий Рерих заведовал сектором философии и истории религии Индии в Институте востоковедения Академии наук СССР. Впрочем, он занимал свое место вполне заслуженно. Выпускник Гарварда, полиглот, он знал более 30 языков, путешественник, большую часть жизни проживший в Индии. Первое знакомство Рериха и Гумилева было шапочным, мимолетным, но уже 15 января 1959 года на совместном заседании Географического общества СССР, Ленинградского отделения Астрономо-геодезического общества СССР и Российского палестинского общества Гумилев слушал доклад Рериха о кочевниках Тибета. Эта тема была Гумилеву интересна. Полгода спустя Гумилев и Рерих познакомились ближе, и Лев Николаевич нашел Юрия Николаевича замечательным ученым с исключительно живым умом и потрясающе интересными мыслями. Гумилев даже познакомил Юрия Николаевича с рукописью своей диссертации о тюрках и получил одобрение, а Рерих, видимо, пообещал помочь Гумилеву получить место в Институте востоковедения. Свидетельство этого мы находим в письме известного востоковеда Исидора Савича Кацнельсона от 12 апреля 1960 года. Рерих решил обратиться в дирекцию с ходатайством о зачислении вас в наш институт. О поддержке и он, и я будем просить Василия Васильевича Струве, который со свойственной ему обычной добротой и отзывчивостью, конечно, не откажет. Пока об этом не следует распространяться, завистники всегда найдутся, писал Гумилеву Кацнельсон. Увы, пройдет чуть больше месяца, и Юрия Николаевича не станет, а Гумилев так и не получит место в институте. Льва Николаевича смерть Рериха потрясла. Он писал Абросову, что подавлен бедой нашей науки. Писать и думать больно. Интересно, как бы сложилась судьба Гумилева, если бы Юрий Рерих не ушел из жизни так внезапно, спрашивает Марина Георгиевна Козырева, автор исследования о Гумилеве и семье Рерихов. Действительно интересно. Правда, если бы план Рериха и Кацнельсона удался, Гумилеву, скорее всего, пришлось бы переехать в Москву. В Ленинградском отделении института ему не было места. Советское востоковедение. Между ноябрем 1949 и маем 1956 прошла эпоха. Даже советское востоковедение, по своей природе консервативное, переменилось необычайно. Еще в 1950-м Иван переехал из Ленинграда в Москву. Переезд был делом политическим.
В годы Холодной войны основным полем боя стали страны Азии и Африки, а после революции на Кубе и Латинской Америки. Советское правительство нуждалось в грамотных советниках, переводчиках, дипломатах, а старый, сугубо академический институт востоковедения, по мнению Сталина, Микояна, Хрущева, только зря проедал государственные средства, занимаясь изучением рунических надписей древних тюрков и анализом классических арабских текстов, созданных более 1000 лет назад. Даже академика Крачковского, лауреата Сталинской премии, кавалера ордена Ленина, стали все чаще критиковать за недооценку современной арабской культуры, а когда он осенью 1950-го вернулся из отпуска, то узнал, что все сотрудники его отдела просто уволены. Вскоре после переезда института в Москву престарелого академика Струве перевели с директорской должности заведовать отделом Древнего Востока. В Ленинграде осталось лишь отделение института, первоначально человек 20, да и то потому, что перевести в Москву библиотеку и хранилище древних рукописей оказалось невозможно. Работа по реорганизации института продолжалась еще несколько лет, а партия и правительство теперь не оставляли Иван без своей опеки. На 20-м съезде КПСС Анастас Иванович Микоян, член Политбюро и первый заместитель председателя Совета министров, вновь взялся за дела советского востоковедения. Есть в системе Академии наук еще институт, занимающийся вопросами Востока, но про него можно сказать, что если весь Восток в наше время пробудился, то этот институт дремлет и по сей день. Не пора ли ему добраться до уровня требований нашего времени? Правильно говорил Микоян о нашем институте. Дремлет сукин кот. Такая импотенция творческой мысли, что я даже не мог подумать, что это возможно. Поддержит товарища Микояна Лев Гумилев, тогда еще простой советский заключенный, не представлявший, в чем смысл затеянной реформы. После критики Микояна институт возглавил бывший первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана Бабаджан Гафуров. Уж каким ученым был этот выпускник Всесоюзного коммунистического института журналистики, сделавший карьеру в отделе пропаганды ЦК Компартии Таджикистана, судить не мне. Но сами востоковеды признали его талантливым организатором. Гафуров за 22 года руководства принес институту немало пользы, уступив в 1978 свой пост директора Евгению Примакову, связанному как с партией, так и со спецслужбами. При Гафурове исчезла старая аббревиатура «Иван», вместо нее появилась новая «ИНА» — Институт народов Азии. Старое название вернется только в 1970 году. О новом облике института можно судить по журналу «Народы Азии и Африки», который ИНА издавал вместе с Институтом Африки. Вот несколько заголовков журнальных статей 1962 года, взятых наугад. «Антикоммунизм – орудие колонизаторов». Из истории борьбы маратхов с европейскими захватчиками. Борьба гуджаратского государства против португальских завоевателей и так далее. Но ленинградское отделение института сохранило традиции старого востоковедения благодаря своему первому заведующему Иосифу Абгаровичу Арбели. Академик Арбели был деканом Восточного факультета ЛГУ, поэтому он пригласил в ленинградское отделение института в основном своих выпускников, талантливых молодых востоковедов. Среди них были, например, Ким Васильев и Сергей Клешторный, будущие критики Гумилева. Льва Гумилева академик Арбели, очевидно, не любил. Востоковед Хван будто бы даже боялся дружбой с Гумилевым рассердить Арбели, а гнев академика был страшен. Дружба Гумилева с Артамоновым, который в свое время сменил Арбели на посту директора Эрмитажа, могла только повредить Льву Николаевичу. Старый и больной Струве Гумилеву ничем бы не помог,
Он и сам боялся властного, авторитарного, непреклонного Арбеля. В Эрмитаже даже показывали укрытие, где Василий Васильевич прятался от гнева Арбеля. Дьяконов, описывая внешность академика Арбеля, вспоминал стихи Николая Гумилева. «И, казалось, земля бежала под его стопы, как вода. Смоляною доскою лежала на груди его борода. Точно высечен из гранита, лик был светел, но взгляд тяжел. Жрец Лемурии, Мародита, к золотому дракону шел». Подбор сотрудников академик контролировал лично. Узнав, что список проверяет московское начальство, Арбеля заявил: «Я проверил все, кроме подштанников, а подштанников я проверять не буду». Всех его кандидатов утвердили. Ленинградское отделение института много лет спустя, уже в новой России, превратится в самостоятельный институт восточных рукописей РАН, где сейчас работают ученые, которых пригласил академик Арбеля. Гумилев же остался в Эрмитаже до мая 1962 года. Савицкий. Гумилев, вернувшись к научной жизни, нуждался в друзьях и единомышленниках. Они нашлись не только среди советских историков и востоковедов. Уже в конце 1956 года Гумилев начинает переписку с Петром Николаевичем Савицким, русским мыслителем, одним из основоположников евразийства. Здесь ему помог случай. В 1956 году в библиотеке Эрмитажа Гумилев разговорился с профессором ЛГУ и сотрудником Эрмитажа Матвеем Александровичем Гуковским. Выяснилось, что Гуковский сидел в одном лагере с Савицким и даже подружился с ним. Гуковский и дал Гумилеву адрес Савицкого. Савицкий происходил из богатой семьи черниговских помещиков. Его отец был губернским предводителем дворянства. В 1913 году Петр Николаевич окончил гимназию в Чернигове, а в 1917 Петроградский политехнический институт и стал стипендиатом по кафедре истории хозяйственного быта. Вскоре Савицкий получил пост коммерческого секретаря посланника российской дипломатической миссии в Норвегии, но проявить себя на этой должности, видимо, не успел. Во время гражданской войны Савицкий служил в правительствах Деникина и Врангеля на довольно высоких дипломатических постах. Помогли не только природные способности и знания европейских языков, но и личные связи. Петр Бернгардович Струве, получив от барона Врангеля пост министра иностранных дел, начальника управления иностранных сношений, взял своим заместителем Савицкого. Молодой человек запомнился ему еще по Петроградскому политехническому институту, где Струве заведовал кафедрой. После поражения Врангеля Савицкий перебрался в Константинополь, затем в Софию, а оттуда в Прагу. Эмигранты в 20-е годы называли столицу Чехословакии русским Оксфордом. Если военной столицей русской диаспоры был Белград, культурной Париж, то Прага стала научной столицей. С конца 1921-го Петр Николаевич работал приват-доцентом, с 1928-го заведовал кафедрой в Русском институте сельскохозяйственной кооперации, позднее работал в археологическом институте имени Кондакова, состоял в Русском научно-исследовательском обществе. С 1935-го преподавал русский язык в Пражском немецком университете. Летом 1941-го Савицкий публично заявил, что Россия непобедима. Немцы этого не стерпели, и Петру Николаевичу пришлось оставить университет. Впрочем, его тут же пригласили стать директором русской гимназии, но в 1944-м он лишился и этой должности, как человек с точки зрения оккупационных властей неблагонадежный. Немцы меня репрессировали, но я остался тогда жив. Меня спасло то, что я фон Савицкий с 2 печатными генеалогиями на 300 лет в пражских библиотеках, и еще то, что повсюду мои ученики по немецкому университету в Праге. А даже немцы не любят расстреливать или вешать своих учителей,
писал он Гумилеву в апреле 1967-го, за год до своей смерти. Среди смершевцев учеников у Савицкого не нашлось, и последний евразиец был арестован вскоре после освобождения Праги советскими войсками. Основания для ареста, конечно, были. Все-таки евразийцы пытались создать настоящую антисоветскую организацию, а Савицкий был одним из ее лидеров. Он провел 8 лет в ГУЛАГе, освободился в 1954 году, а в 1956, как только представилась возможность, вернулся в Чехословакию. Близкое знакомство с порядками в советской идиократии не подорвало его русского патриотизма, но, очевидно, укрепило в мысли, что от советской стороны лучше держаться подальше. Почти сразу после возвращения в Прагу начинается его переписка с Гумилевым. Переписка сама по себе замечательная. Гумилев и Савицкий как будто были единомышленниками. Оба предпочитали смотреть на русскую историю с востока, точнее, с просторов Великой Степи. Оба до крайности не любили немцев и вообще европейцев, ругали отечественных западников, оба увлеченно обсуждали сюжеты из истории Центральной Азии. Впрочем, Савицкий чаще и охотнее писал о Древней Руси. В августе 1966-го Гумилев приехал в Прагу на археологический конгресс. Савицкий встретил его на вокзале. Они долго гуляли по городу и беседовали. Как и Гумилев, Савицкий был убежденным тюркофилом и монгололюбом. Даже страшного Аттилу называл батюшкой, что, впрочем, не было такой уж экзотикой, ведь в дореволюционной историографии существовала идея о славянском происхождении гуннов, просуществовавшая несколько десятилетий, от Хомякова до Иловайского включительно. Но, в отличие от Гумилева, Савицкий всегда предпочитал Россию и русских тюркам и монголам. Судя по переписке, он был большим патриотом России, любившим свою родину и русский народ больше, чем евразийских кочевников. Старый евразиец даже упрекал Гумилева в излишнем увлечении татарами и монголами. В 1924-25 годах состоялось и с большим шумом несколько евразийских выступлений на тему «Русь начинается с XIV века». Я был зачинщиком. С большой выразительностью обращались мы тогда и к памяти великого и сурового отца нашего Чингисхана. Теперь я придаю больше, чем придавал тогда, значения, и при этом именно в вопросах культуры нашей киевско-новгородско-суздальской предыстории IX-XIII веков. Наша же молодость и наши интеллектуальные потенции дает нам, по моему мнению, наша русская мать сыра земля. Савицкий будет с восторгом писать Гумилеву о начале русской космической эры и о грядущей русской эпохе всемирной истории. Примечание. До сих пор жива легенда, будто Гумилев стал учеником Савицкого. По самой забавной версии, это ученичество началось в мордовских лагерях, то есть в Дубровлаге, где отбывал срок Савицкий. Но Гумилев сидел совсем в других лагерях, далеко от Мордовии, и с Петром Николаевичем встретиться не мог даже теоретически. В 1956-1968, в годы переписки, об ученичестве не могло быть и речи. Льву Николаевичу в 1956 исполнилось 44 года, поздновато для ученичества, да и чему он мог научиться у Савицкого. Последний евразиец, а именно Савицкий достоин такого определения, никак не Гумилев, был человеком исключительно образованным, но подготовки востоковеда не имел. Гумилев и в самом деле позаимствует у Савицкого и его покойного друга и соратника князя Трубецкого некоторые идеи и понятия. О влиянии евразийских идей на Гумилева речь впереди, но в любом случае не собирался становиться его учеником. Конец примечания. Через Савицкого Гумилев начал переписываться и с Георгием Владимировичем Вернадским, действительно крупным историком,
который много лет занимался русской средневековой историей и взаимоотношениями русских княжеств с Золотой Ордой. Писать Вернадскому, гражданину США, прямо в Нью-Хейвен Гумилев не решался, а связывался с ним через Прагу, то есть через Савицкого, который много лет поддерживал переписку с Георгием Владимировичем. Только после смерти Савицкого Гумилев начнет отправлять письма непосредственно в Нью-Хейвен. Евразийские вопросы в переписке с Вернадским и даже с Савицким почти не затрагивались, так что, собственно, евразийский элемент здесь очень невелик. Корреспонденты обсуждали спорные вопросы русской истории и проблемы взаимоотношений Руси с кочевниками Великой Степи. Переписка была научной и весьма далекой от политики. Хунну. Весной 1957 года Гумилев, как мы помним, не без помощи Ахматовой, получил собственное жилье, комнату в 12 квадратных метров в коммунальной квартире на Московском проспекте. В те времена этот район считался очень далеким. Жилье даже по тогдашним меркам было скромным, если не сказать убогим, но Гумилев был рад и ему. Все-таки хотя бы свой угол. Там я стал очень усиленно заниматься. Правда, первые 3 года прошли почти без публикаций. Я, как Мартин Иден, разослал свои работы в последний раз. Больше я пытаться уже не в силах, писал он Абросову. Возможно, Гумилев несколько торопил события. Письмо датировано 9 декабря 1956 года. Прошло только полгода после возвращения из лагеря. Между тем, рукопись в научном журнале, как правило, ждет публикации несколько месяцев. Но Гумилеву не терпелось вновь включиться в научную жизнь, писать и печататься, выступать на конференциях. Поразительно, но свой первый в послелагерной жизни научный доклад он прочитал уже 5 июня 1956 в Музее этнографии. А ведь еще 5 мая он был зэком. Гумилев работал тогда очень много, несмотря на болезни, приобретенные в лагере, на язву, которая часто обострялась. В отличие от скромного Васи Абросова, Гумилев был не только талантливым ученым, но и пассионарным человеком. Он умел работать с самоотверженностью фанатика. Научился он со временем и пробивать свои статьи. Из письма Льва Гумилева к Василию Абросову от 20 сентября 1957 года. «Вася, у нас долг перед наукой с большой буквы, перед культурой с большой буквы. Пусть я дойду до истерии, но буду писать работы и стараться напечатать их. Я это должен делать». Кроме того, у Льва Николаевича была одна природная черта, чрезвычайно развившаяся из-за длительного пребывания в мире академической и университетской науки. Гумилеву часто казалось, будто коллеги ему мешают, вставляют палки в колеса, преследуют. Из воспоминаний Никитина. Почти все разговоры у него касались его борьбы за публикации, вернее, борьбы с ним, научных сотрудников академических институтов, с целью помешать ему опубликовать свои работы. Иногда это соответствовало действительности, но во второй половине 50-х он еще не успел нажить себе новых врагов, а старые враги ушли из жизни. Как раз 5 июня 1956 в Музее этнографии Гумилев в последний раз столкнулся с Бернштамом. Разумеется, они поругались. Бернштам обиделся и уехал, не прощаясь. Но в декабре Александра Натановича не стало. Академик Козин умер еще раньше. У других востоковедов, очевидно, не было такого уж предубеждения против Гумилева. Другое дело, что научная работа не терпит спешки, а Гумилеву еще нужно было уточнять, дополнять, редактировать. Только вернувшись к научным библиотекам Ленинграда, он понял, как неполна его история Срединной Азии, которую он считал в лагере почти оконченной. В августе 1959-го Гумилев жаловался молодому ученому Андрею Зелинскому, участнику Астраханской экспедиции.
У меня опубликована всего лишь одна статья. Если будет так продолжаться, займусь историческими романами, ведь через них тоже нужно донести мысль. Между тем, как раз в 1959-м Гумилева начали печатать ведущие научные журналы «Советская археология», «Советская этнография», «Вестник древней истории». За 1 год у него вышло 6 статей. Это станет его нормальной производительностью. Из года в год он будет печатать редко по 4, чаще по 5-7 статей, а иногда и намного больше. В 1966 году, например, помимо книги «Открытие Хазарии» у Гумилева выйдет 11 статей. «Статьи мои начали брать на расхват и даже заказывать», — писал он Абросову. В июне 1957-го Гумилев получил от Института востоковедения предложение издать монографию. В декабре 1957-го он сдал в редакционно-издательский отдел института рукопись «Хунну» своей первой книги, переработанной «История Срединной Азии в древности». Гумилев ликовал. Хунны взяли Иван. Обсуждение прошло так гладко, что я даже и не ждал. Книга представлена к печати. Артамонов — редактор, писал Лев Николаевич другу Васе. Правда, в Иване рукопись пролежала 2 года. В феврале 1959-го книгу вернули Гумилеву на доработку. Гумилев был очень недоволен, но за доработку взялся, и в конце апреля 1960-го его первая книга «Хунну. Срединная Азия в древние времена» вышла в академическом издательстве восточной литературы. Мечта Гумилева сбылась. Он стал профессиональным историком-востоковедом. Серьезные обобщающие монографии по истории кочевников евразийских степей выходят нечасто, так что на Хунну не могли не откликнуться и тюркологи, и синологи из Института народов Азии. Уже во 2-м номере «Вестника древней истории» за 1961 год появилась разгромная рецензия Кима Васильева. Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 16 сентября 1961 года. Пока мне подложили только одну свинью — рецензию на Хунну. Главная мысль рецензента. История хуннов, гуннов, сюнно, известна в основном по китайским хроникам. Значит, чтобы изучить эту историю, надо знать китайский язык. О хуннах пишут китайские и японские ученые, поэтому историк хуннов обязан знать не только китайский, но и японский. Поскольку Гумилев не знает ни того, ни другого, то с новинками зарубежной историографии он не знаком. Хуже того, Гумилеву пришлось читать китайские хроники не в оригинале, а всего лишь в переводе. Главным образом это были переводы иеромонаха Иоакинфа Никиты Яковлевича Бичурина, который в начале XIX века возглавлял православную духовную миссию в Китае, а на досуге занимался востоковедением. Примечание. Точнее, досуг и служба для Бичурина поменялись местами. Несмотря на монашеский сан, отец Иоакинф не отличался набожностью и при случае пропускал обедню, даже в стенах благословенного Валамского монастыря. Отец игумен: «Идите уж лучше один в церковь, я вот более 7 лет не имел на себе этого греха», будто бы говаривал он настоятелю. А ведь в монастырь его направили как раз китайские грехи отмаливать. В Пекине отец Иоакинф был сам себе начальником, а потому оставил дела православной миссии на попечение Господа и 12 лет даже не вел богослужений. Здание миссии сдал под игорный дом, сам же ходил по городу в китайской одежде и собирал древние китайские манускрипты. Бичурину удалось собрать столь обширную коллекцию рукописей и книг, что для ее перевозки в Россию пришлось нанять караван из 15 верблюдов. Эти богатства предназначались для императорской публичной библиотеки и Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Отец Иоакинф был плохим монахом, но хорошим ученым.
Именно Бичурин стоит у истоков отечественной синологии. Способный к языкам, до приезда в Китай он знал латынь, греческий, немецкий, французский. Иоакинф выучил не только китайский, но также маньчжурский и монгольский, составил китайско-русский многотомный и маньчжурско-русский словари, написал первый в России учебник китайского языка. Лауреат Демидовской премии и член-корреспондент Академии наук, хороший знакомый Пушкина и Гоголя, Бичурин печатался в отечественных записках, «Русском вестнике», «Москвитянине», «Телескопе», но в историю науки он вошел как исследователь и переводчик древних и средневековых китайских хроник. Составленное им трехтомное собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, тематическая подборка цитат из китайских исторических сочинений, касающихся истории народов Центральной Азии, более чем на 100 лет станет важнейшим источником для всех исследователей Центральной Азии, не знавших китайского языка. И теперь трудно найти серьезную монографию о Центральной Азии и Северном Китае в средние века, в которой не было бы ссылок на Бичурина. Конец примечания. Переводы Бичурина синологи критиковали и критикуют, и вот почему. В древности китайцы мало использовали пунктуацию, хотя знали точку и запятую. Бичурин переводил в основном китайские хроники, отпечатанные методом ксилографии. Они представляли собой сплошной текст без знаков препинания, очень трудный для чтения, а науки текстологии во времена Бичурина еще не было. Иеромонах Иоакинф трудился добросовестно, но современные востоковеды все-таки находят у него грубые ошибки. Окончание одной фразы иногда соединялось с началом другой, прямая речь превращалась в косвенную, а косвенная в прямую. Ошибки влияли не только на красоту слога, которой историк может и пренебречь, но и на смысл текста. Например, Бичурин перевел фразу следующим образом: «Осенью, когда лошади разжиреют, все съезжаются обходить лес». А современный востоковед переводит этот фрагмент иначе: «Осенью, когда лошади откормлены, съезжаются на большое собрание в Дайлин». Бичурин при всей своей феноменальной трудоспособности перевел лишь малую часть того, что китайцы писали о хуннах, древних монголах, усунях, динлинах. Отсюда и недостатки книги Гумилева. Васильев нашел у Гумилева множество ошибок, не только мелких, но и существенных. Почти все они связаны с филологической подготовкой Гумилева. Кроме того, Васильев первым обратил внимание на одно свойство Льва Николаевича. Предположение, гипотезу, догадку Гумилев, увлекаясь, часто выдавал за истину, за общепризнанную аксиому. Например, Гумилев не только придерживался гипотезы своего предшественника Грунг-Джемайла о европеоидности древнего народа динлинов, но и писал об их расовой принадлежности как о вопросе давно решенном и сомнений не вызывающим, хотя другие востоковеды считали вопрос по-прежнему спорным, а европеоидность динлинов недоказанной. Вывод Васильева чрезмерно суров. Хунну — систематизированный пересказ переводов Бичурина и Позднеевой, монографий Шаванна, а значит, книга Гумилева не вносит ничего принципиально нового в современную историографию Древней Центральной Азии. 26 сентября 1961 в библиотеке Эрмитажа на обсуждение книги Гумилева и рецензии Васильева собрались историки и филологи-востоковеды из университета, Института народов Азии и Эрмитажа. Всего присутствовали 52 человека, заседали 4 часа. Гумилев принял вызов и выступил с разбором рецензии. Замечания Васильева он разделил на 2 группы: дельные поправки, несправедливые упреки. К дельным поправкам он отнес только одну, самую незначительную. Остальные 24 Гумилев посчитал несправедливыми. Васильев заметил, что так и не получил ответа на свои вопросы и замечания, и повторил: книга Гумилева всего лишь систематический пересказ
общеизвестных переводов, не вносят ничего принципиально нового в историографию Древней Центральной Азии. Тогда в спор вступили востоковеды из Ина и друзья Гумилева из Эрмитажа, университета и Государственной публичной библиотеки. Востоковеды, синологи Лев Николаевич Меньшиков, Юрий Львович Кроль и тюрколог Сергей Григорьевич Клишторный удивлялись, как можно вообще изучать историю хуннов, не зная китайского языка. Только престарелый академик Струве, который знал Гумилева лучше коллег из Ина, взял его сторону. Струве понимал, в каких условиях Гумилев писал свою первую монографию, почему не имел ни времени, ни возможности заниматься китайским. Струве осторожно возразил противникам Гумилева: пользоваться переводами можно, даже серьезные ученые, Бартольд, Романов, ими не пренебрегали, а книгу Гумилева невозможно вычеркнуть из списка научной литературы. Друзья и знакомые взяли Гумилева под защиту. Борис Яковлевич Ставиский бил врага его же оружием, винил китаистов в том, что со времен Бичурина не появилось новых, более точных переводов. Михаил Федорович Хван находил неточности в рецензии Васильева и хвалил переводы Бичурина. Видимо, Хван окажется прав, переводы Бичурина были не так уж плохи, если сам Клишторный спустя полвека после этой дискуссии будет ссылаться на его трехтомное собрание сведений и цитировать китайские документы именно по дурным, неточным, дефектным переводам Бичурина. Даниил Натанович Альшиц побивал синологов классикам марксизма. Незнание языка иракезов не помешало Фридриху Энгельсу сделать на основании наблюдений Моргана гениальные выводы о родовом строе. Михаилу Илларионовичу Артамонову пришлось с особенным чувством защищать хунну, ведь он был научным редактором первой книги Гумилева. Артамонов замечал, что Гумилев написал обобщающую работу, значения которой не могут умалить мелкие недостатки. Сторону Гумилева принял и Матвей Александрович Гуковский, который председательствовал на заседании. Он разделил ученых на мелочеведов и синтетиков. Синтетики создают целостные научные концепции, а мелочеведы исправляют их частные ошибки. Сам Гуковский, как всякий настоящий историк, оригинал предпочитал переводу, но признавал за Гумилевым право пользоваться переводами, так как китайский язык очень труден и изучение его требует значительного времени. Гумилевцы единодушно ругали враждебный тон Васильева, и их мнение стало как будто преобладать, хотя объединяло противников и сторонников Гумилева одно — всем понравился стиль. Прекрасный язык яркой и увлекательной книги хвалили безоговорочно. Лавров считал, что обсуждение хунну закончилось в ничью, но Гумилев в 1961 году был уверен, что одержал победу. Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 30 сентября 1961 года. Злопыхателя разделали по первое число. Лучше всех выступил Хван, доказавший, что сей хам, Ким Васильев, примечание автора, не знает ни древнекитайского, ни японского языков. Однако в сентябре злоключения хунну не закончились. 18 декабря 1961 года под председательством Струве состоялось заседание исторической секции Ленинградского отделения ИНА Академии наук СССР. Гумилев не присутствовал, болел. Если бы на месте Гумилева оказался другой человек, я бы предположил дипломатический характер его болезни. Ведь по результатам обсуждения в Эрмитаже было ясно, что у востоковедов автора ничего хорошего не ждет. Савицкий, прочитав стенограмму дискуссии в Вестнике древней истории, назвал ее пиром людоедов, которым не удалось, к счастью, добраться до человечины. Гумилев не боялся людоедов. Он с юности любил споры, дискуссии, полемику, при необходимости мог защищать даже безнадежную позицию. Так что в декабре 1961-го именно болезнь помешала Гумилеву выйти на новый бой.
Зато он послал на собрание своего человека, Александра Никитина, сына Татьяны Крюковой. Тот пришел, послушал выступления ученых, все добросовестно записал и пересказал Гумилеву. Выступили синологи Панкратов, Штейн, Меньшиков и тюркологи Заднепровский, Кононов. Все единодушно признали правоту Васильева, его рецензию сочли корректной и аргументированной. Гумилева еще раз уличили в неточностях и незнании языков. Гумилев, заочно комментируя дискуссию, заметил Никитину: но ведь многие из них не знают, например, бенгальского языка. Юрий Александрович Заднепровский, кажется, впервые причислил Гумилева не к ученым, а к прозаикам, беллетристам, историческим романистам. Книга Гумилева — не историческое сочинение, а историческая повесть, имеющая не исследовательский, а беллетристический характер. Так, в декабре 1961 года зародился миф о Гумилеве-беллетристе, талантливом писателе, но легковесном, несерьезном ученом. Востоковеды, историки и филологи в тот день почти не спорили, все было и без того ясно. Академику Струве оставалось только подвести итоги. Заступаться за Гумилева здесь не имело смысла. Кто виноват? Сам Гумилев списывал разгром своей первой монографии на враждебность востоковедов. В институте востоковедения ко мне было исключительно плохое отношение. Биографы Гумилева убеждены в предвзятости критиков. Валерий Демин с потрясающей развязностью обозвал оппонентов Гумилева околонаучным стадом. Сергей Лавров назвал дискуссии вокруг Хунну расправой с новичком. Не раз встречались и предположения, что рецензия Васильева была заказной. Но кому и зачем понадобился этот заказ? Не тени же Козина и Бернштама восстали из могил и заставили синологов и тюркологов дружно громить Гумилева. Да и можно ли считать новичком Гумилева, который защитил кандидатскую диссертацию еще в далеком 1948-м, а теперь заканчивал докторскую? Новичками были как раз критики Гумилева. Ким Васильев только-только окончил университет и еще не успел защитить диссертацию. Мальчик из ленинградской рабочей семьи, блокадник и сын фронтовика, прилежный и талантливый студент, которого рекомендовал принять в штат ленинградского отделения ИНА сам академик Струве, Васильев еще студентом начал печататься на страницах Вестника древней истории. Со временем он станет известным синологом, специалистом по культуре древнего Китая и древнекитайской книжности. Да и сама рецензия говорит о немалой эрудиции и блестящей историко-филологической подготовке Васильева. Лев Гумилев и Ким Васильев были серьезными учеными, преданными исторической науке, но их взгляды на благородное ремесло историка слишком различались. По воспоминаниям коллег, Васильев был горячим поклонником известного египтолога Перепелкина. У Перепелкина он заимствовал его конкретный исторический метод. Суть этого метода Перепелкин растолковывал следующим образом: «Я историк, а не социолог. Я хожу по Древнему Египту и описываю все, что там вижу. Когда я вижу на фресках египетских пирамид изображения петухов и не вижу изображений кур, то я и пишу лишь о петуховодстве». Другой критик Гумилева, Сергей Клешторный, в 1961-м тоже еще не защитил диссертации, но уже заведовал библиотекой Ленинградского отделения ИНА. Клешторный был как раз тюркологом, специалистом по древнетюркским руническим надписям. Вообще, среди критиков Гумилева теперь преобладали молодые, но высококвалифицированные востоковеды, из тех, кого отобрал для своего института академик Арбели. 70-летний Виктор Морицевич Штейн, между прочим, хороший знакомый Петра Савицкого, крупнейший специалист по экономике Китая, был скорее исключением. Сторонники Гумилева были и старше, и солиднее. Матвей Александрович Гуковский,
Один из крупнейших в СССР специалистов по эпохе Возрождения, например, заведовал кафедрой истории средних веков исторического факультета ЛГУ и руководил научной библиотекой Эрмитажа. Что уж говорить о Струве и Артамонове. Биографы Гумилева представляют его гением, вечно гонимым влиятельными, но бездарными и завистливыми невеждами. Так представлял дело и сам Гумилев. После очередного своего «хазарского» в кавычках успеха он сказал, что прежде его ненавидели востоковеды и этнографы, а теперь будут ненавидеть и археологи. Действительно, среди критиков Гумилева встречались и бездари, и завистники, были оппоненты, противники, но заклятых врагов, пожалуй, не было. С Гумилевым не сводили счеты, ему не завидовали. Пока нечему было завидовать, его ругали за дело. Выходит, критика востоковедов была справедливой? Не совсем. Васильев, Клишторный, Заднепровский, Меньшиков судили автора Хунну чересчур строго. Первая книга Гумилева, при всех ее недостатках, показала, что ее создатель обладает редким даром настоящего историка. Ему не хватало только двух качеств — знания восточных языков и способности критически посмотреть на собственные выводы. Гумилев редко отказывался от полюбившейся идеи, даже если она входила в противоречие с фактами. Гумилев тяжело переживал критику востоковедов, что отразилось в переписке с Петром Савицким. Пражскому корреспонденту пришлось даже утешать Гумилева. Дискуссия вокруг ваших книг и статей приобретает мировые размеры. Радоваться этому надо, а не огорчаться по поводу глупых или несправедливых высказываний оппонентов. Пусть ругают, только бы не молчали, таков закон научного успеха. В споре этом я целиком на вашей стороне, разделяю все ваши соображения. Письмо датировано 23 марта 1963 года. К этому времени в дискуссиях о Хунну наступил перелом. Еще в 1962 году журнал «Народы Азии и Африки» напечатал еще 2 рецензии на Хунну. Одна из них была даже чересчур доброжелательной. Ее автор, синолог Михаил Васильевич Воробьев, дружил с Гумилевым. Другая, сдержанная, но не ругательная, не разгромная, принадлежала перу синолога Лазаря Исаевича Думана, того самого Думана, чьи комментарии и предисловия к сочинениям Сыма Цяна в свое время так не понравились Гумилеву. Пожалуй, это наиболее взвешенная из рецензий на Хунну. Думан также критиковал Гумилева за неточности и заметил, что многие трактовки Гумилева очень спорны, но в отличие от Васильева и Клишторного признал монографию Гумилева ценной. В заслугу автору можно поставить последовательное изложение скудных сведений о хуннах, разбросанных в различных китайских источниках и переведенных в свое время Бичуриным. Автор дополняет эти сведения археологическими данными и стремится достаточно полно, насколько это позволяют доступные ему источники, осветить всю совокупность проблем истории, социальной, культурной и экономической жизни хуннов. Гумилев и Артамонов тоже не молчали. Еще в 1962 году они отправили в редакцию Вестника древней истории письмо, составленное, очевидно, в большей степени Гумилевым. Редакция журнала опубликовала его вместе с другими материалами о дискуссиях вокруг Хунну. Из возражений Гумилева стоит отметить 2. Виктор Морицович Штейн позволил себе одну рискованную фразу: «Проблема гуннов прежде всего китайская проблема». Гумилев увидел этот политический промах ученого и не преминул воспользоваться. Почему надо считать, что Забайкалье, Монголия, Тува, Семиречье и Южная Сибирь, населенные тюрками и монголами, историческая принадлежность Китая? Право же, стиль научных дискуссий прошедшей эпохи повлиял и на Льва Николаевича. Другое замечание Гумилева и в самом деле интересно, пожалуй, это самый лучший его аргумент в споре. Изучение китайских текстов
не единственный путь исследования, и нет ничего противоестественного в координации усилий ученых. Филологи переводят тексты, а историки изучают описанные в них события. Руденко, выступивший 28 марта 1963 года в географическом обществе с докладом о дискуссии вокруг книги Гумилева, тоже говорил об историческом синтезе и сотрудничестве ученых. Руденко, выдающийся русский этнограф, исследователь кочевых обществ Евразии, подчеркивал, что, цитата, «Лев Николаевич Гумилев подошел к постановке и решению вопроса не как востоковед, филолог или археолог, а как историк, базирующийся на знании всемирной истории. Он рассматривает историю хуннов как компонент общего всемирно-исторического процесса. Этот подход, безусловно, оправдан, так как многоязычие источников по центральноазиатским проблемам исключает возможность использования их в подлиннике одним исследователем». Конец цитаты. Но востоковеды и прежде, и теперь предпочитают этой научной мануфактуре традиционную уважаемую работу средневекового мастера, который проводит самостоятельно все этапы исследования, от перевода и критики документа источника до публикации оригинального научного труда, если только на последнее остались время, силы, здоровье и желание. Примечательна судьба того же Ким Васильевича Васильева. Он напишет за свою жизнь только одну книгу. Это будет его изданная диссертация «Планы сражающихся царств». Другая книга «Истоки китайской цивилизации» выйдет через 11 лет после смерти ученого. Для специалистов по истории Древнего Китая книга ценная, но, увы, не оконченная. Докторская диссертация. 16 ноября 1961 года Гумилев защитил докторскую диссертацию. «Защита эта стоила мне очень больших травм и потерь», утверждал Лев Николаевич в своих воспоминаниях, надиктованных в 1987 году на магнитофон, так как в Институте востоковедения, откуда, очевидно, и писали на меня доносы, ко мне было исключительно плохое отношение. И когда прислали эту диссертацию в Московское отделение Института востоковедения, ее сначала потеряли, а потом, когда я вернулся, ее разыскали, но отказали мне в рецензии на том основании, что у них Древний Восток до V века, а у меня VI. Но потом мне все-таки выдали положительную рецензию, и я защитил диссертацию единогласно. Печальная судьба гонимого ученого. Лев Николаевич, как и его великие родители, умел создавать себе репутацию. Кроме того, атмосфера борьбы с недоброжелателями, завистниками, врагами была Гумилеву привычна и приятна. Недаром же казанский журналист Гафазль Халилулов признает в Гумилеве старого гладиатора. 9 мая 1961 в Эрмитаже обсуждали диссертацию Гумилева. Многие востоковеды даже не пришли. Отдел Востока своим отсутствием показал, что не имеет к теме никакого касательства. Тем не менее диссертацию одобрили, на осень назначили защиту. «Дело жизни сделано», — писал Абросову Гумилев. Он явно торопил события. Осень 1961 была для Гумилева нервной. Он едва успел отдохнуть после хазарских экспедиций, как началась дискуссия вокруг Хунну, и случилась последняя ссора с Ахматовой. И все-таки, по сравнению с мрачной, едва ли не трагической обстановкой 1948-го, когда полуголодный и безработный Гумилев уже не верил, что будет допущен к защите кандидатской, осень 1961-го кажется временем благополучным. На защиту вышел старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, признанный профессиональный историк. Оппонировал ему не какой-нибудь недоброжелатель, вроде покойного Бернштама, а защитник и покровитель Михаил Илларионович Артамонов. Защита и пройдет в высшей степени благополучно. По словам Альшица, которого Гумилев пригласил на защиту, на заседании ученого совета исторического факультета ЛГУ не хватало свободных мест.
Многие плотной толпой стояли за рядами стульев. Первый знак его будущей популярности, предвестие громовой славы последних лет. Защита прошла триумфально, вспоминала Наталья Казакевич. Даниил Альшиц пишет: прошла блестяще и была очень интересной. Это хорошо известно. Правда, на защите присутствовал человек, который мог бы вмешаться и, разумеется, не помешать, и даже не подпортить торжество, но хотя бы завязать дискуссию. Это был Сергей Григорьевич Клешторный, который 2 года спустя сменит блестящего лингвиста Андрея Кононова на должности заведующего сектором тюркологии и монголистики Ленинградского отделения ИНА АН СССР. Сережка, как называл его Гумилев, присутствовал 9 мая в Эрмитаже и участвовал в обсуждении. О дискуссии же Казакевич отозвалась одной фразой. Присутствовали и внеэрмитажные историки, один из которых по фамилии Клешторный особенно рьяно нападал на автора диссертации. Но на защите Гумилева Клешторный не выступил, так как не хотел портить ложкой дегтя бочку меду. Возможно, дело было не только в этом. Сергей Григорьевич, по крайней мере, дважды видел, как ведет себя Гумилев в полемике, и не стал ввязываться в заведомо неблагодарное дело. И докторская диссертация «Древние тюрки. История Срединной Азии на грани древности и средневековья VI-VIII века» и вышедшая через 6 лет монография «Древние тюрки» прошли гладко, почти без дискуссий, сопровождавших хунну, без скандалов, которые будут сопутствовать появлению поисков вымышленного царства и старобурятской живописи. Правда, если верить Гумилеву, недоволен был не один Клешторный. Цитата: «60% востоковедов перестали мне кланяться и, по слухам, собрались выступить на защите с протестом, но в решительный момент испарились. У них хватило ума понять, что все они вместе взятые знают историю раз в 8-10 хуже меня одного», — писал он Василию Абросову. Принято считать, что «Древние тюрки» — самая научная из работ Гумилева. Она больше других его книг соответствует нормам, принятым в исторической науке. Гумилев работал над историей древних тюрков с декабря 1935 года. Истории тюркского каганата посвящены его дипломная работа и 2 диссертации. Немудрено, что за много лет, несмотря на огромные перерывы в работе, Лев Николаевич собрал и обработал громадный исторический материал.